Аузу билляхи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня 25 апреля, день нахского языка. Нохчи меттеде. Я, откровенно говоря, трудно подобрать слова, чтобы выразить свое восхищение этим днем. Наконец-то сбылась мечта моих родителей, дедов и всех тех, которые чаяли, лелеяли, берегли нахский язык. Многим молодым людям, которые не видели постсоветское время, наши годы, это 72-й, 3-й, 6-й год, трудно будет понять, как нам сегодня радостно и как мы горды о том, что наше правительство, какое бы оно ни было, наш руководитель Рамзан Ахмадов, сделали этот день. Как они сделали, что они сделали, какие там силы были задействованы. Многие недовольны нашим правительством, но факт то, что этот день сделан. И какое бы было российское правительство, как бы мы не относились к нему, они позволили, чтобы мы сегодня праздновали этот день. Он существует. Это есть те, которые мечтали о суверенитете, суверенитет нахского народа. Это есть еще одно достижение возрождения народа, истории народа Нохчи, потомков пророка Айсалам Ноя. Я чуть-чуть сделаю ремарку, случусь и расскажу вам, что я начал в 76-й, 72-й, вот эти годы. Представьте себе, ты едешь на трамвае или на троллейбусе или на автобусе в общественном транспорте в городе Грозном, особенно в городе Грозном, это было очень заметно. И я тогда был, конечно, учеником 8 класса, даже более раннее время тоже люди рассказывают. Дело в том, что после 10 класса я выехал в город Краснодар, когда мы, дети наши, разговаривали на своем языке, и нас приструнивали. Чего вы говорите на этом бандитском языке, на непонятном языке, или еще какие-то слова. Говорите на русском языке. Ругали иногда, кажется, подзатыльник, чтобы мы не говорили на этом языке, на своем родном языке. Представьте себе, я уже не говорю о стариках, как им было в то время трудно. Я уже не говорю о тех писателях, поэтах, которые, значит, воспевали этот язык. Мало изучившие историю, я опять-таки обращаюсь к молодежи, они поймут, как они берегли этот язык. То посадят их в тюрьму, потом выходят, а некоторых сгноили там. Мухаммад Саала Гадаев, который провел почти всю свою жизнь в тюрьме, Арби Мамакаев и многие-многие другие, которых имена мы еще не помним. Мы-то знаем всего лишь вот этого плеяда постсоветское время, а раньше как было? Неужели вы думаете, времена Толстого, Лермонтова, нахский язык вообще не существовал? Неужели вы думаете, что у нас тогда не было писателей, поэтов? Неужели вы думаете, в 16-17 веке, в начале 17 веке, или в 11 веке, или в 8 веке, если дальше, этот язык был мертвым, что ли? Неужели вы думаете, что у нас не было поэтов? Были. Мы потихоньку начнем рассказывать о них, ребята.
Мы нашли эти артефакты. И первое, с которого я начну, это Ташов Хаджи, называемый в народе Вокхадж. Возьмите, изучите его труды, Ум-аль-Хасан, и другие вещи, которые написаны на арабском языке, арабской графикой. Некоторые написаны, конечно, на кумыкском языке. И сам он разговаривал на кумыкском языке. Хотя, как говорит Владимир Лесин в своей статье, академик, историк, он знал разговорный язык всех народов. И этот мы буквально, значит, начнем хотя бы с Урарту. В интернете очень много изречений, написанной клинописью, как звучал, какой был этот язык в свое время. И вот сегодня, значит, мы, особенно мои учителя, многих их нет рядом с нами, буквально я сегодня видел слезы у них на глазах. При праздновании дня мы, значит, я просто даже куски выставлю я, как они говорят, и показывать слезы я их не хочу. И вы, чтобы поняли, особенно подрастающее поколение с 20 лет, с 18 лет, и те, которые уже дети войны, которым 40 лет, 38, до 40, старше это все это помнят, чтобы вы знали, какой день мы отмечаем, чтобы вы знали цену этого дня. Не зря Ноев ковчег появился, понимаете? Само слово, что ковчег в Чечне, это уже большая наглость в историческом плане. Мы, чеченцы, народ Ноя, Нахчиматан, претендуем на Ноев ковчег. Я не буду называть имена многих, некоторых, не многих, а некоторых ученых, которые говорят, и пусть он будет на Арарате, что ж тут такого? Пусть будет этот ковчег на Арарате, говорят. Не обязательно он должен быть у нас в Чечне. Что ж вы пытаетесь там что-то доказать, копошитесь? Да, уважаемые мои коллеги и некоторые противники того, что этот ковчег оказался в Чечне, а мы не знаем, естественно, действительно ли он тот объект, который мы изучаем, Ноев ковчег, мы не знаем это. Это, иншаллах рахман, буквально на днях вы услышите некоторые выступления, круглый стол на высшем уровне в городе Москве. Мнение многих ученых, а пермские ученые так и сказали, я выставлял вам в своей ролике, что они уверены, они из той плеяды, что послепотопная цивилизация пошла именно отсюда. И вы сегодня, я не знаю, с чего вы боитесь, того, что если мы говорим, что это может быть ковчег, если не он, значит, другой мы найдем. Как сказал наш муфти Дейларес Халилсон, где он может быть, это его слова, если не в Чечне. Если мы мусульмане, если мы себя считаем потомками Ноя, если мы говорим на этом языке, где он может быть, этот ковчег, если он не в Чечне? Очень хороший ответ он дал корреспондентам самой грязной газеты в России «Комсомольская правда». Они с такой подоплекой вопрос, вы чего захотели, чеченцы, говорят, и ковчег вы там в Чечне нашли. Вот такой вот вопрос был с такой подоплекой. Да, Ной наш потомок, и мы всегда считаем себя потомками Ноя. И ковчег, хотят некоторые ученые, не хотят, он должен быть у нас в Чечне. Именно Нохчимахка. Он даже Нохчи долдер. Хамса
Elmanç bahşına şüt. Nohçe dətve, nohçe mot büyüç, nohçe gılqşlıyız, oy noh paymar orş, oy bem duyma bat, bu saha. Oy için потом что арарати, а махалита арарати. Армян шеде был. Уахилчи гумадатаризм, це гейтум яла. Но и пусть они говорят, ну пусть будет на Арарате, пусть будет в Иране, но пусть они показывают свои артефакты. И уже кроме земли нечего показывать. Понимаете? А у нас целая гора каких-то интересных камней, которые мы считаем, что это является окаменелостями. И вот сегодняшний день, я считаю, это великим событием. А вы знаете, что сделало еще наше правительство? Следующий год, год нахского языка. Вы где видели такое? Так что я считаю и призываю всех своих коллег, особенно художников и других историков, краеведов, коллекционеров, обратить на это внимание, сделать это событие такое, ну как сказать, значимым. У меня предложение, значит, выпустить специальную медаль по этому поводу. Я нескольким общественным организациям это скажу. Пользуясь случаем, я, значит, это говорю нашим диаспорам, не только германским, и ближневосточным, в Иордании, в Сирии, в Саудовской Аравии, в Пакистане, особенно в Австрии, не в Австралии, я хотел сказать. Там самая большая диаспора чеченская в количественном отношении. Вот посмотрите на эту медаль. Знаете, что это такое? Это знак к почетной грамоте. И тут написано, значит, я прочту вас, многие спрашивают, а что у тебя там написано? Без очков не вижу. Германия, диаспора Кечва. То есть германские диаспоры. Вот они учредили, значит, почетную грамоту, и к нему вот этот знак. Это тоже большое событие. Также надо, значит, и другим общественным организациям обратить на это внимание и сделать вот такой разные значки, медали, ордены, ну, много чего там может быть. И вот я постараюсь выставить несколько роликов по этому поводу. Естественно, я буду говорить об искусстве, в основном о прикладном искусстве. История народа Нохчи. Мы буквально вот с Айдаем Асламбеком, Маратом Макажу, 3D Ислам, Харон из Илистанджи, также Лаха из Верхотья. Многие блогеры, мы работаем над этим, пытаемся как-то по мере возможности выставить артефакты истории народа Нохчи. Также вы же слышите, как очень хорошо работает Бакаев, в буквальном смысле, несмотря на то, что они на чужбине, они выставляют свои ролики, говорят об истории, о нахском языке, Трюгер сагогом уешхала, аш трейгдалок диеду, хазбуабеш, подялся и дальше. И вот в сфере вот этого нашего как такового энтузиазма, я имею в виду тех энтузиастов, которые занимаются изучением Ноева ковчега, также изучением других артефактов, относящимся к народу Нохчи. То есть вот эта цивилизация, такие города, как Дадиков, как Борангечу, как столица Атлантиды Анну, где они находятся? Мы выставляем свои гипотезы. И я вас уверяю, у нас не